казахская реинкарнация Брюса Ли, который нашел себя и смог сполна реализовать свой талант в кулачном спорте. Претендент на чемпионский перстень в организации топ-дог весовой категории до 77. Представляет город Костанай. Его рост 184, вес 75 и ему 21 год. Базовый боец ММА. Давайте громко поприветствуем Адоса и покажем ему настоящую украинскую гостеприимность. Таня Регбист, если ты смотришь этот эфир, тебе пламенный привет с Украины, из Киева, лично от меня. Спасибо за твоего талантливого бойца. Судья, первый раунд. Итак, друзья, мы дождались этого боя. Лига на лигу. Топ-дог против Махача. Андрей Лимонтов передал привет Даниле Регбисту и сказал, если ты смотришь этот бой, уверен, что весь топ-дог сейчас смотрит этот бой, они болеют за своего бойца, так же, как Махач болеет за своего. Итак, смотрим. Ну и напомню, что Адос в желтом тейпе, а Берсерк в черном. Итак, Адос начинает поединок с дистанции. Хочет раздергивать своего соперника, пока Берсерк подбирает свою дистанцию. Хорошо, сейчас Адос встретил опытного оба бойца. За плечами Берсерка 5 боев. Ну, а Адос за поединки мы не раз видели на топ-доге. Хорошо, Адос сейчас подхватывает. Вот хороший очень бэкфист. чувствителен Адос в целом как боец с нестандартной техникой, очень легкими ногами. И видно, что к этому бою он готов. Посмотрим, что предложит Берсерк. Хороший удар по корпусу. Пытается Берсерк пока работать через живот. Немного клинча наблюдаем. Ну и пока достаточно расслабленно чувствует себя Адос в этом бою. Легко ему даются вот эти передвижения. Адос хорошо раздергивает сейчас передней ручкой. И вот хорошо правая. устает правый. Пока Берсерк не может найти свою дистанцию. Да, и Берсерку нужно И драться. вот левый ломать боковой бой. попал. Берсерк хорошо. Качает корпусом. Хорошо, Адос переводит на корпус. Хорошо, сейчас уже Берсерк попадает навстречу. Начинает у Берсерка проходить левые боковые. Нащупает свою дистанцию. Ну а Адос пытается также по-прежнему работать на прямых ударах. Так, у нас здесь Сейчас пока мимо. Хорошо, сейчас по корпусу попадает Берсерк. Вот, хорошо Обменялись. перевел на голову. И концовка первого раунда. Второй раунд. Итак, второй раунд. Смотрим. Топ-дог против Махача. Поэффективнее смотрелся Адос в начале раунда. Потом все-таки было несколько попаданий со стороны Берсерка. И вот бой продолжается. Пока тактика Адоса не поменялась, он раздергивает через переднюю руку. Берсерк пытается, вот, правый боковой попал, но в блок. Пытается работать через живот Берсерк. Хорошо подхватывает Адос. На ножках Адос немножко посвободнее все-таки двигается, чем Берсерк. Берсерк более Приземисто на ногах, приземисто да. на ногах, хочет сильно ударить, но пока это не приносит успеха. Да, а задача Адоса, как мы видим, именно накидывать удары. Понимает он, что не нужно попасть так, один раз хороший плотно, ответ. лучше Вот. попасть много раз просто И не вот. акцентированно. А вот здесь уже удачный эпизод от Берсерка. Ну и дистанция удобная Берсерку, все-таки ближняя. Показывает Адос, что ничего не пропустил, и бой продолжается. Мне кажется, Берсерку нужно чаще пытаться скорачивать дистанцию и как можно больше там... Как-то нестандартно подходить. подходить. Вот сейчас хороший был Берсерка по корпусу. Потому что так Адос на дистанции все видит и все чувствует. Хорошо встретил Адос сейчас. Нужно немножко больше Берсерку обострять, потому что дает Адосу он подобрать свою дистанцию, подумать. А, и вот когда Берсерк бьет по корпусу, уже Адос видит это и сразу переводит правым на голову. Раздергивает всеми силами Адос своего оппонента. И Берсерку действительно нужно искать больше шансов. Мне кажется, надо Берсерку все-таки бить больше ударов, не заряжаться на один удар, работать более серийно, потому что один удар Адос видит. Однозначно, и Адос видит
подхватывает, и вот из-за этого Берсерк чувствует себя таким зажатым. И пока по очкам все-таки. По попаданиям кажется, что Адос точнее. Вот здесь хорошая серия прямых ударов. Вот, Бэкфист от попытался сделать. Берсерка, но мимо. И заканчивает второй раунд. Решающий третий раунд. Да, слышим поддержку в зале. Берсерку нужно больше атаковать в этом раунде, потому что 2 раунда, мне кажется, он уступает. И вот хороший боковой от Берсерка. Да, оверхендом достал он сейчас Адоса. Адос по-прежнему работает в своей такой приземистой легкой манере. Перекрыто и выкидывает легкие удары. Пытался Адос встретить. И здесь он действительно встретил это нокдаун. Вот что значит, не нужно бить плотно, нужно бить точно. Как раз Адос это демонстрирует. 8, шаг Да, вперед. Берсерк очень сильно заряжен на сильный удар. И за счет скорости Адос все-таки его обыгрывает. Да, большая ответственность сейчас на Берсерке. И, как мне кажется, Берсерк все-таки часто повторяется этим ударом на живот. Уже Адос это все прочувствовал и не пропускает эти удары абсолютно. Да, ну и вообще удары по корпусу, они не всегда плотные, зачастую они просто имеют такой обозначающий характер. Также собрано Берсерк пытается подойти. Опять пробивает по корпусу и сразу выкидывает свой прямой Адос. Хороший боковой от Берсерка. Ну и в основном вот этот правый оверхенд у него и заходили в этом бою. И мне кажется, ему нужно развивать это попадание. Вот попал, если оверхендом, нужно дальше продолжать. 30 секунд! Не остается Адос перед соперником. Да, не так просто вот зажать его, чтобы нанести свои удары. Как у нас 30 секунд. Ждем обострения от Берсерка. Обменялись жебрами. Здесь работа на ближней дистанции. Разошлись. В таком хоккейном клинче. Ну и видит Адос, как заряжается Берсерк. В эти последние моменты. Разошлись. Итак, 10 секунд этого исторического боя. Переломит ли Берсерк, но нет, раунд заканчивается. Итак, долго мне Алина Шатерникова объясняла. Да не надо, зачем? В данном поединке победу одержал ничья. Вторая, да? К сожалению, это вторая подряд ничья у Адоса. Я думаю, вы все понимаете, экстра раунд здесь не нужен. Бойцы устали, 2 чемпиона, достойный бой яркий. Давайте начнем с нашего гостя. Как тебе в Украине, в Киеве, как тебе Махач, Адос? Вітаю вас, Украина! Украине очень нравится Киев, хороший город, хорошо встретили. Очень здесь понравилось выступать. Спасибо вам, Андрей, за эту организацию. Спасибо всей команде Махач. Молодцы. Передаю привет всей команде Топ Дог. Большой рахмет, что я знаю, что они сейчас смотрят, болеют за меня. Топ Дог, большой привет. И передаю привет своей стране Казахстан. Ассаламу алейкум. Бұйырғаны келе жатқан тәуелсіздік мерекесімен құттықтауым келеді. Тәуелсіздіктің қандай жолмен келгенін ұмытпайық, ағайын. Тоха, видно,